Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши подписки и за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Как на самом деле он относится к вам? Гадание без купюр. Буду говорить честно, четко и без лишних слов. Так что, если кто готов услышать правду, кто не боится, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза. Несколько раз позовите его. Вы должны почувствовать, что он рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Как на самом деле ты относишься ко мне? Кто я для тебя? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же позовем вашего мужчину и расспросим его на чистоту. Что у него в отношении к вам, кто вы для него, как ты относишься к своей любимой женщине, кто она для тебя. Как ты относишься к своей любимой, кто она для тебя? Что? Кто? Приходи, нам всю правду покажи. Так, ну что, мои дорогие, вышли вы здесь в центре. Мало того, вы еще, смотрите, какая вы красивая, вы держите чашу любви. Да, мужчина пришел к нам очень открытый, мужчина честный. Мужчина долго не решался, но все-таки рассказал. Честно скажу, немного рассказал, но по сути, тут по факту, по сути, все тут четко. Что мужчина на самом деле думает о вас? Ну, вы принцесса, вы богиня, самая прекрасная, самая лучшая. Вот она вы, смотрите, вы в центре стоите, видите? Красивая женщина в центре, у которой в руках вот этот прекрасный бокал любви, чаша любви, понимаете? Вы для него ассоциируетесь с счастьем, вы для него ассоциируетесь с, не знаю, там, самыми прекрасными эмоциями. Он восхищается вами полностью, целиком и полностью. Какая бы вы ни была, худенькая, полненькая, вообще не важно. Ваши формы для него идеальны. Ваш голос – это музыка. Ваши прикосновения – это, не знаю, самое лучшее лекарство. Ваши руки его успокаивают, ваш взгляд может просто перевернуть его жизнь. Ради одного вашего слова, да, по зову одного вашего слова, этот мужчина готов на все. Да, он это не показывает, да, он это скрывает, есть у него на это причины. Но в целом мужчина вас боготворит, мои девочки. Вы у него на главном, на первом месте. Вот такая идет ситуация. Есть в его жизни и другая женщина, которая для него очень важна. Но я так понимаю, что это его мама, либо бабушка, ну, то есть женщина постарше и женщина, которой он, ну, как-то безумно благодарен той женщине. Да, даже вот стрелочка идет к вам. У мужчины к вам есть все: и любовь, и страсть, и эмоция, и доверие. Вот что самое главное, он вам доверяет. Он доверяет безгранично, беспредельно, но знаете, он по характеру такой немножечко, да, собственник. И доверяя, он всегда проверяет. Так что будьте готовы. Это не потому, что вы там какая-то, да, а именно его особенность характера, поведения, его привычка, скажем так, да, он ее давным-давно в себе выработал. Это приучает его там к порядку, к стабильности, да, вот это как неотъемлемая часть его жизни. То есть он может там что-то вас спросить, вы там, типа, ты где была? Вы говорите, у подруги. Там пройдет время, а он такой проверочный вопросиком, да. А что ты делала там с Таней, да? А вы такая раз, а кто такая Таня? Я Таню сегодня не видела. Он говорит, как же, ты же мне сказала, что с подругой. Так что, девочки, понимаете, что может проверять, что делает он это, ну, просто, не знаю, на автоматизме. Это не потому, что как-то он вас подозревает, а потому что он такой есть. Это его особенность. С ней нужно смириться. Следующий момент.
Я не знаю, тут вы вышли. Смотрите, я скажу так, что о такой женщине, как вы, он мечтал. Он реально мечтал о такой женщине, бы он хотел иметь, например, деток. А если уже возраст не подходит, то он может очень сожалеть, да, вот что, а почему раньше не встретил, почему раньше мы не сошлись. Потому что от такой красотки, от такой умницы до красавицы, какие бы прекрасные детки бы у нас были. То есть такой момент у него происходит. Еще мужчина, смотрите как, он... Вот у него две главных женщины. Уж извините, но я вижу две женщины, вы и другая. Но другая мне вот все равно идет, как будто бы это либо мама, либо бабушка, либо, может, даже сестра. Вот кто его растил, кто его воспитывал. Может быть, даже учительница какая-нибудь, да, вот как-то сильно на него повлияла, отложилась у него так прям на сердце, что вот есть у него другая женщина. Но как бы там ни было, вот она, та другая, для него просто была идеалом. Когда он встретил вас, этот идеал, да, он пошатнулся, потому что вы просто уникальная, вы, ну, выше всяческих похвал, вы лучше, чем самая, не знаю, там, самая идеальная женщина. То есть он безмерно благодарен судьбе, высшим силам за то, что вы есть в его жизни, за то, что была у него и есть возможность с вами общаться, к вам прикасаться. Если смотрите на бывшего мужчину, либо на мужчину, с кем вы расстались, да, всякое бывает, то этот мужчина, он всегда будет хранить вас в своем сердце как самую большую драгоценность, самый большой дар от Вселенной, от высших сил. А он, знаете, просто живет воспоминаниями о вас, он ими дышит, он ими кушает, понимаете, пьет, спит. То есть всегда 24/7 вы в его сердце, в его мыслях, как будто бы вы уже частичка его самого. Он наполняется от вас, понимаете, наполняется. Мало того, я еще скажу, что, скорее всего, вас этому мужчине кто-то предсказал, потому что здесь знак ока есть, это, ну, знак магии, гаданий. То есть вы ему идете как предсказанная женщина, по судьбе предсказанная женщина, и он, знаете, очень долго, наверное, вас таки ждал, что когда же наконец-таки она придет, наконец-таки придет и мою жизнь поменяет. Да. Ждал, очень-очень долго ждал вас. Это не просто так. Он именно искал по жизни такую, как вы. Все другие ему не подходили. Именно вас он искал. Вы ему были, скорее всего, предсказаны. Знаете, могло быть предсказание там в семье, да, вот как-то в шутливой форме могли там мама, бабушка предсказать. Вот и он так, знаете, у него это все отложилось, и он ждал, реально вас ждал. Другие женщины, ну, они такие, знаете, для него ни о чем, да, ни о чем. Там либо для технической части любви, либо просто пустые. Вот он видит других женщин пустыми. Вот он терпеть не может, когда там женщины начинают говорить там про одежду, обсуждать кого-то. Если у него коллектив, в котором, ну, уже женщины преобладают, он вообще, его это бесит. Он такой вот внешне выглядит как домостроевец какой-то, да. На самом деле он очень мягкий и добрый, порядочный человек. Хорошие у него посылы по поводу семьи. Может быть, немножечко пресноват и скучноват. Ну, девочки, да, не все мы идеальны. Можно этот момент и отпустить. Смотрите, кто вы для него? Ну, вы для него принцесса, богиня, самая прекрасная, самая идеальная. Если бы я смотрела на Таро, скорее всего, бы вышла, наверное, жрица. Потому что, ну, так не бывает, понимаете, вы просто центр Вселенной. Центр Вселенной, человек, который дан ему судьбой, понимаете, вот это знак судьбы, он верит в то, что вы ему по судьбе, что вы посланница небес, да, по-другому не скажешь. И чтобы не было, еще раз говорю, в ваших отношениях, как бы отношения ваши не строились, этот мужчина, эта шкатулочка с секретом, он не показывает даже, я не знаю, там и 30% того, что есть у него внутри, чувства, эмоции, мысли, даже не говорит, он такой больше какой-то, ну, если может, он там, он всегда говорит как-то от обратного, да, вот когда вы спорите, ссоритесь, вот он желает сказать одно, а получается совершенно другое. Мужчина, в принципе, не скандалист, но иногда как будто бы его разбалансирует что-то, да, он может окунаться в какие-то дебри и почему-то вот, ну, как кусаться и колоться, понимаете, вот такое у него бывает. Он очень сильно сожалеет об этом, но ничего с собой поделать не может. У него такая особенность, ну, характера, да, под такой звездой он родился, такой он и есть. Иногда мужчина может вас обижать,
может обижать специально, да, ну как специально, там в споре, в ссоре обидеть, понимает, что обижает, да, но как остановиться не может, а может и делом обидеть, да, когда там либо проигнорирует, либо там, знаете, как отморозится. То есть есть за ним такая особенность, и вам, скорее всего, она очень-очень не нравится, вы понять не можете, почему так происходит, не любит, что ли. Либо он как-то ко мне так относится странно. Вот. На самом деле любит как может, любит как умеет. Это я не сомневаюсь в любви этого человека, честно, вот кого вы загадали, потому что смотрите, здесь чаша любви вышла. Вот как ни крути, чаша любви. Если вы, кстати, смотрите на женатого мужчину, на того, кто в семье, в паре, в браке, то у этого человека с женой все хорошо. Понимаете, вы с его женой абсолютно разные. Вот он может вам рассказывать что угодно, хотя может вообще, в принципе, ничего не рассказывать. Но с женой он дружит, да, дружит, а вас он любит. То есть две совершенно разные эмоции. С ней они лучшие друзья. У них дома там, ну, просто вот порядок, уют, дружба, хорошая атмосфера в доме. Ну, скажем, там интимная часть жизни страдает. И близости особой нету, да, потому что все-таки друзья это не те, которые там и приголубят, и приласкают, да, совершенно другое. А вот вы именно вот за любовную сферу отвечаете. А выбрать между вами он не может и никогда не сможет. И такой мужчина, знаете, может попросить вас родить, но вы должны понимать, что от жены он никогда не уйдет. Это разве что она его сама выгонит, и то. Он будет, поверьте, назад проситься, будет там за ней убиваться и плакаться. Это для тех, кто в отношениях в треугольнике. Вот такой мужчина сложно вам попался, да, с одной стороны, девочки, а с другой стороны, ищите своего, да, без всяких треугольников. Вы у меня заслужили того, чтобы у вас был мужчина ваш личный, персональный. Так, что еще? Кто вы для него? Вы для него королева красоты, уже я говорила. Вы для него пример для подражания. Вот знаете, вот он хотел бы, чтобы все женщины были похожи на вас в манере поведения, в вашей ответственности, в вашей, не знаю, там, собранности, интеллектуальной способности. Понимаете, он такой эстет, он восхищается всем, вот всем, что связано с вами, всем, что вы делаете. Конечно, если вот что-то у вас не ладится, да, он желал бы, чтобы вы были более снисходительны, доброжелательны и все-таки уважали его мужское начало. Понимали, что он несовершенный, что есть у него какие-то маленькие недостаточки, да, чтобы вы были более терпимы в отношении него. И, конечно же, он очень сильно надеется, что вы ему никогда не наставите рогов. Видите, здесь олень вышел рогатый. Но я скажу так, что, скорее всего, он может наставить, да, если он, например, в треугольнике. Хотя, знаете как, он в этом плане однолюб, да, вот если вы его муза, то он только о вас и думает, только о вас мечтает, вас он представляет. Вот другие женщины, они, знаете, как померкли, да, померкли в его глазах. Мужчина, если свободный, хотел бы с вами конкретных, стабильных, крепких отношений по его правилам, потому что он считает, что он все-таки, ну, как скажем так, повыше, чем вы. Типа я мужчина, я должен, да? Если вы уже в браке, то мужчина, конечно, хотел бы, чтобы вы немножечко прикрутили свой гордый нрав, да, и какую-то вот, ну, манеру поведения, да, он считает, что вы немножечко вызывающе себя ведете, из-за этого вы спорите и ругаетесь. Вот такой момент и происходит. Девочки, ну, любит. Этот мужчина любит. Смотрите, в каких бы отношениях вы с ним не были, здесь чаша. Чаша посерединочке любит. Он вас очень-очень любит. Любит как может, любит как умеет. Гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.